Оказывается, представляете, вот мы с Русланом выяснили, что содержание морских свинок считается самым бюджетным из всех животных. Наименее затратным, Затратным, скажем так, да. И, конечно же, для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы пригласили нашего любимого специалиста, человека, который любит всех животных, разбирается во всех животных. Она обаятельна, привлекательна, шикарно выглядит, красивая и всегда улыбается. Гульнар Цепалова у нас в студии. Доброе утро. Доброе Спасибо утро. большое, Так так мы приятно, скучали по доброе вам. утро. Я тоже. Слушайте, я хочу сказать, точнее сказать и спросить, кто вам подарил эту замечательную брошь в виде бабочки? Это да, так подходит? Так интересно, да? Это мне подарила дочь. И она говорит, я говорю, что одеть на завтрашний эфир, там хожу вечером. Она такая, одень вот эту бабочку. Я говорю, по-моему, по цвету не подходит. Она, нет, тебе очень хорошо. Ну, я Очень такая думаю, хорошо, раз подарила, действительно. я одену. Если Да. мужчина Как вы, оценил, Руслан, значит, это какой прям ты молодец, почувствовали, Все, да? я дочери привет. У нас сегодня морские свинки. Да, Как в зовут? гостях у нас морские свинки. Ой, они без имени. Они Ага. живут в Виваре Давай нашего Юлия и Денис, Да, пусть их будет звать. Ты, Юлия и Денис? да. да. Денис, потому что у нас сам говорит, да, набрал немножко по Так, килограммам, а Юля? поэтому А, вот стал он такой, похож, да. Я так понимаю, А Денис это побольше, а Юля Юля такая. поменьше. Да, а мы потому что старички, понимаешь, этой Милая, программы такая самые милая. такие, да. Юля, тогда Ой, возьмите. спасибо, иди ко мне, моя Это- сладкая. Юля. Это девочка вообще, нет? Ну вот сейчас смотрели, нет, по-моему, это мальчик. да? Да. Смотрите, Юлиан! Да, Юля, я глажу Юля, за ухом у держите, Юли. держите. Не бойтесь, они Я спокойно беру в на руки руках. Юлю. Давай. Ох, Но слушайте, на самом деле, Гульнар, это правда, что содержание морских свинок вообще не Да, затратно практически? не затратно. Единственное, им что нужно, это клетку. Мгм. Клетка должна быть такая пластиковая, ни в коем случае не деревянная, это же грызуны, они сразу начинают грызть. Ну и как в картонных коробках тоже их не содержать, они сразу сбегут. А так кормить их можно сеном, овощами, капуста, морковь. неприхотливы. Абсолютно неприхотливы. Они очень добродушны, с людьми общаются. Ну а ласку вообще понимают, нет? Конечно. Ласку, ну, естественно, любое животное ласку, оно любит и принимает, и всегда отвечает на ласку. Так что... Мгм. И еще хотелось бы сказать, морские свинки, они очень невосприимчивы к инфекционным заболеваниям. Вот, Вот, что э, важно. Живучие, Да. проще говоря. Да, да, И да. сколько средняя продолжительность жизни у них? От 5 до 8 лет. Ну, вот были такие, был случай, морская свинка до 14 лет дожила. Ничего Ну, это себе. при соответствующем уходу, ну, естественно, Или- это... А Да, у да. меня есть такой факт, что морских свинок в основном Мгм. рекомендуют в качестве первого животного заводить. Да. Ну, то есть вот если у вас Детям, да? ребенок, Да, да. говорит, что ну, есть Вот. у него вот такие желания, он хочет завести какую-то живность. Всегда начинается же вопрос какой, собаку или кошку Да, рассматривать. да. А есть ведь альтернатива, которая, в общем-то, на которой ребенок может потренировать свой уход, Мгм. проявлять свою любовь, заботу, не особо Правильно. прихотлива для родителей. Да. И в то же время очень-очень даже, ну они милые, ну правда они милые. Очень хорошие. милые. Во-первых, они не пахнут, Мгм. так как хомяки, крыски, да, от них запаха вообще нет. Вот если так тут принюхаться, пахнет только А я сеном. принюхаюсь, я Они, да, принюхаюсь. принюхайтесь. Ох, Они- а я же не чувствую 2 дня запах. Руслан. Вот, и да, они вот не кусаются, мыть их можно не так часто, как вот, допустим, хомячков, крысок. И, ну, единственное, в клетке убирать. Ну, это забота, да, в клетке прибирать 1-2 раза в неделю. Они такие хулиганы и не очень опрятные, так скажем. Они могут и миску с водой перевернуть, и корм там раскидать. Ну, вот вы Ну, а видели, что они касается бегать любят. аллергии, есть на них аллергия, нет? У людей Аллергия, проявляется? да, Бывает. да. Бывает. Прежде чем завести, да, надо, конечно, проверить какое-то время, может, Взять? да, на день, На на денек два, у кого-то да, у да, знакомых. проверить, есть ли аллергия. Мгм. На шерсть, на чешуйки кожи отслоившиеся, на экскременты может быть аллергия. Вот Мгм, так вот. мгм. Ну, аллергичная, А в целом да. давайте делать вывод. Хорошо, удобно для первого питомца в семье, Мгм. неприхотливо в питании, довольно-таки дешево содержание обходится. Ну что, там, Дешево. клетка Клетка до сена, да. да. Очень любвеобильная, любящая ласку. И Ой, называть- они еще разговаривают, интересно, у них очень богатый словарный запас. Они пищат, бы мог подумать? мурлычат, да. как это Ну вот прямо писки, визги какие-то, вот очень много они говорят. Ну Интересно. что, Самый, Денис с самый Юлей? главный вопрос, Гульнар, у меня есть. Перед Да. тем, как Юля скажет, что Денис побывал в руках у Гульнара Цепаловой. Почему морские свинки-то?
Это очень интересная Да. история, да. Испанцы, Так. мореплаватели, Так. они когда в Южную Америку открыли, увидели вот впервые вот этих животных. И Мгм. они им показались похожими очень сильно на свинок. Почему морские? Потому что вот этих животных, завезли испанцы, естественно, в Европу, а с Европы они попали в Россию. И говорили свинки из-за моря. А потом, как упростилось, Морские и стало свинки. морские свинки, Вот да. так. Все, спасибо огромное. Можно быстренько скажу? Да. Вот эти животные, они полностью одомашненные. Их в дикой природе нет Не вообще. существует. Да, они полностью Так что одомашнены. берем на вооружение Да. себе про морских свинок. Спасибо Да. огромное.